Азнакайда вакансиялар ярминкәсе узды. Халык мәшгуле үзәге Бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабын үткәрде. Тау яшьләр үзәгендә чара бәйрәм төсен алды. Азнакай политехника техникумы студентлары төрле һөнәрләрне тәкъдим иттеләр, флешмоб әзерләделәр. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова ярминкәне оештыручыларга һәм катнашучыларга рәхмәтен җиткерде. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин чарага килгәннәргә изге теләкләрен җиткерде. Ярминкәдә студентлар, мәктәп укучылары, эш эзләүчеләр белән очраштылар. Предприятие оешмалар җитәкчеләре һәм вәкилләре вакансияләр һәм хезмәт шартлары белән таныштырдылар. Шулай ук төрле мастер-класслар да үткәрелде. В республике сегодня стартует работа на 46 площадках. Этот день, это время возможностей, день возможностей для ознакомления с востребованными профессиями. Трудоустройство, которое проходит не только в Азнакаево, не только в Татарстане, но и по всей России, во всех регионах Российской Федерации. Я хотел поблагодарить вас, всех руководителей, которые принимают участие в этой ярмарке. Все прекрасно подготовились. Здесь вот наши предприятия, руководители, сами лично, мы посмотрели, как выступили наши студенты Азнакаевского политехнического техникума, которые обучаются по 10 специальностям, по 10 направлениям. 400 студентов сегодня обучаются. Сегодня уважаемая Клара Алексеевна выступила, тоже поздравила нас. Такую работу мы проводим. Центр занятости работает в этом направлении. Профориентационную работу мы проводим. Сегодня также будут экскурсии на наши предприятия. Сегодня востребованы практически все профессии. И рабочие профессии, и другие наши по другим профессиям, и федеральные деньги. Поэтому здесь вот новое оборудование будет закуплено, ремонт будет произведен, новые комбайны, техника будет закуплена. Это все для наших студентов, поэтому здесь вот нужно в этом направлении вместе работать. Поэтому всех я хотел еще раз поздравить, поблагодарить. Это целый день, вот эта ярмарка у нас трудоустройство будет работать. Поэтому пожелать удачи, успехов. Ну и, ребята, вы тоже интересуетесь, спрашиваете. Будущее за вами. Будущее за вами. От выбора профессии зависит очень многое. Очень многое. Сегодня вот рабочие профессии востребованы. Более 70, более 100 тысяч рублей сегодня заработная плата. И на наших предприятиях, и в сельхозпредприятиях. Поэтому прекрасные условия созданы, можно заниматься, работать. Но и руководители, еще раз я об этом говорю, все зависит от вас. У нас в Азнакаево проходит всероссийская ярмарка трудоустройства. Это всероссийская ярмарка во всех городах нашей республики, Российской Федерации. Ярмарки годные. Здесь вот очень много наших руководителей предприятий разного направления, также студенты политехнического техникума, учащиеся школ пришли на ярмарку, смотрели. Сегодня стоит выбор какой-то профессии перед ними. Поэтому можно правильно профессию презентовать
говорить о своем предприятии, какие условия, какие работники нужны, какие меры поддержки. На самом деле, сегодня вопрос устройства очень важен для наших руководителей и студентов. Сегодня у нас в нашем Ногайском техническом техникуме тоже обучается почти 400 студентов по сети специальностей. И сегодня эти все профессии, эти рабочие профессии востребованы. Руководители с нетерпением ждут окончания учебы, чтобы они пришли и работали на наших предприятиях. Сегодня вопрос трудоустройства и вакансий очень много. И нефтяники нужны, и работники сельского хозяйства нужны, и швеи нужны, и повара нужны сегодня. Поэтому в этом направлении нужно работать. Вести профориентационная работа. Наш центр занятости работает в этом направлении в течение года. Очень много мероприятий, очень много встреч, экскурсий они проводят. И у наших ребят появляется интерес к профессии. Также в этом году наш Ногайский техникум участвует в федеральном проекте «Пакет». Это совместно с Татнефтью и сельхозпредприятием «Союзагро». Будет закупаться и новая техника, новое оборудование, будет произведен ремонт. Также в этом техникуме выделяется более 150 миллионов рублей по этому направлению. Если уже соглашение с Татнефтью и «Союзагро», будут обучаться около 100 студентов по этому направлению. Поэтому с техникумом у нас работают, сотрудничают наши руководители. Вместе они эту работу ведут по всем специальностям, по всем направлениям. Сегодня такая прекрасная площадка, прекрасная ярмарка, написано, также коллектив центра занятости организовали эту ярмарку. Она в течение дня будет работать, будет экскурсии по нашим предприятиям. И также очень много программ поддержки предпринимательства, которые через центр занятости оформляют, получают денежные средства и открывают свое дело. И дальше в этом направлении работают. Поэтому всем удачи, успехов и огромное спасибо всем. Итак, всероссийской ярмарки трудоустройства проходит второй раз по всей России, это единый день ярмарка трудоустройства. Значит, центром занятости на сегодняшний день организована площадка для соискателей и для работодателей. Прекрасная возможность найти каждому. Работодатель закрыть свои вакансии, а соискатель найти к себе подходящую достойную работу. На сегодняшний день на нашей площадке работают мастер-классы, профориентационная работа ведется, ведут консультации для желающих работать. Также организована площадка для членов участников СВО, площадка. Также у нас организована площадка для тех, кто хочет организовать собственное дело. Консультации ведут те предприниматели, которые ранее открыли свое дело через службу занятости. После обеда запланированы у нас структуры всей семьей на предприятие, для того, чтобы они могли на рабочих местах ознакомиться с процессом работы на предприятии. Наши услуги, продукцию. Вообще маркетологи проводят просто огромный ряд анализов для того, чтобы понять, как действовать с этой целевой аудиторией. Да? Там страхи, возражения закрывают. Но мы считаем, что... Посвященный к этому году национальной культуры мы провели в ресторане большой праздник, день татарской кухни. Мы на месте не стоим, мы в Владимире провели день 24-23 год у нас был. Когда просишь реакции у ребят, типа грубая реакция, они накидывают, а так, видимо, еще нет культуры такой. Итак, изучайте статистику. В телеграм-каналах у многих у вас есть свои сообщества. Вот. Социальные годы, гарантии, женитесь материально, можно будет ездить на
специалисты, как раз ваши приоритеты. Какой механизм? Вот зарплата какая, если там получает. Знаете, они и возлагая, по-моему, есть. Сейчас нету, было. Было, да. А еще в каких местах? Только Челна, да? Есть выездные бригады. НВД это уже специфика. Отдельный специфик. НВД только на аппарат, что продали. Зарплаты мы через ЦПК, сейчас обучение проводим, официально корочку тоже